навстречу для того, чтобы не больные. Это не пациенты. Каждый факт, обращение и случай обсуждаются отдельно. Визит прокурора республики начинается со встречи с челнинскими врачами. Первый вопрос – выплаты водителям, контактирующих с ковидными пациентами. Они у нас просто приняты на работу как водители. Они не скорую помощь. И они сопровождают у нас наших больных на КТ, с одной больницы в другую перевозят, действительно тоже контактируют. Этот вопрос по всей стране стоит. Мы тоже со своей стороны обратились в Минздрав Российской Федерации изменить, точнее внести изменение постановления о том, что и иные вошли, но конкретно, чтобы мы обсуждали конкретно. Вопрос с выплатами стоит и для врачей, которые работают с детьми родителей, заболевшими коронавирусом. Ответ решено запросить в федеральном Минздраве. В остальном вопросов у врачей не оказалось. Были проблемы по проходимости инфекционной больницы. Определенные меры были приняты в течение последних 2 недель. Сегодня ситуация стабилизируется в определенной мере. Но мы посмотрим тоже. На месте убедимся, на самом деле, так или нет. На месте разговор напрямую с главным врачом инфекционной больницы. Первоначально публикации были фотографии, что люди не проверили. Они вот здесь, вот будем сейчас Это до того, как подключили 5-й горбольник. То есть не справлялся просто. Сейчас, как 5-й горбольник подключили, все, и снял да. Проверил лично прокурор республики и городскую БСМП. Здесь часть комплекса «Красная зона». Нам направляются тяжелые пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых необходимо делать операцию, у которых есть инфаркт, инсульт. О ситуации в больницах и поликлиниках набережных Челнов рассказали и сами горожане на специальном приеме. Не надо допускать, чтобы так цены у нас росли. Завтра подадим УФАС по проверке цены, на основании чего, либо это какой-то сговор этих частных компаний, на основании чего были повышены цены. Цены и доступность лекарств беспокоили и 2 женщин, которые подошли с обращениями к прокурору и министру прямо на улице. Каждую историю взяли на контроль. Была проблема по инфекционке, что было переполнено. На сегодня там увеличили коечный фонд в 1,5 раза. С 80 до 120 коек увеличили с 20 июня. Как раз получается с позавчерашним, что ли. И по другим больницам также. То есть на месте ситуация стоит, мера принимается по улучшению ситуации. Ну, то есть вот эта паника неуместна? Паника неуместна. Ни в коем случае город закрывать и нет оснований, не будет. Так прокурор республики подвел итог визита в Автоград. Ситуация с медиками и больницами в городе под контролем. Салават Мухаммадуллин, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.